колхозное добро вздумали. Эй, а ну бери свеклу! Жри, я тебе говорю, жри! Жри! Не надо! Не нравится, да? А вы все смотрите, смотрите! Вот так с вами будет. С каждой я вас всех запомнил. Пошли все к председателю. Председатель! Вот, воровок пригнал. В колхозном поле вон они бураки воровали. Вещественные доказательства. Вот оно, прячь ты. Вот оно, у каждой. Была бы у меня винтовка, да всех бы вас перестрелял. Ух вы. Да что это? Фашист. Да что ты с ними сделала? Мерзлые свеклы жалко. Сегодня же дом освободи. Да как ты смеешь, я инвалид войны. Эх, была бы у тебя вторая рука, я бы тебе показал, а? Эх, кого ты защищаешь, да? Кого защищаешь? Это же жены у бандитов, а? Сегодня же дом освободи. И коня по акту сдай, а в доме они жить будут. Не нужен ты здесь такой. А ведь я в райком пойду. Я в военкомат пойду. Ты у меня попляшешь, казачура проклятый. Иди и жалуйся, кому хочешь. Ну что вы стоите? Ну, помогите ей, поддержите. Эх, ни один фашист бы этого не придумал. Как сразу не понял, что за человек, а? Да и не человек он. Галя? Галина? Ну куда ты запропастилась? Да что случилось, Степан Степанович? О боже мой, Жанна, что с ней? Не видишь? Плохо. Манько заставил мерзлую свеклу есть, скотина. Галя, а сколько у нас муки и хлопкового масла? Да с полтонны еще осталось и полбочки. Значит, каждой женщине выдай по ведру муки и по литру масла. Спишем как-нибудь. Ой, спасибо вам, Степан Степанович. Ну, а ты-то что благодаришь? Так голодают же. Господи, как они голодают. Сейчас всем голодно. А им хуже всех. Значит, не забудь по ведру муки и по литру масла. Дотянем как-нибудь до урожая. Степан Степанович, женщины в таком состоянии, вы сами видите. Они и поблагодарить вас за доброту, наверное, не смогут. За всех за них. Большое от меня вам спасибо. Вы не пожалеете о своем сегодняшнем благородном поступке. Вы даже не представляете, как мы умеем работать. Все, без исключения, и взрослые, и дети. Мы не знаем, как вы эту свеклу выращиваете. Наверное, почти так же, как столовую. Но я вам обещаю, мы научимся это делать. И вырастим такой урожай, которого вы здесь еще не видели. И любую другую работу будем делать. Нам бы до весны дожить. Да не надо меня благодарить. Чем могу, тем и помог. Наступит лето, не разрешайте вашим детишкам пить воду из пруда возле села. Там после мойки свеклы грязную воду сливают. Все будет хорошо. Главное продержаться до урожая. Вы будете работать и что-нибудь заработаете. Я пойду. У меня дела. Галя, действуй. А, это ты, Арюджан. Вот заработала.
детей накормлю. Столько картошки перебрала за день, рук не чувствую. Очень устала, еле иду. Второй день дети ничего не ели. Болеют, лежат в кровати и встать не могут. Совсем слабыми стали. Пойдем, я тебя провожу, Кулизар. Не обижайся, в гости не приглашаю. Тифом заболели дети. Не хочу, чтобы твой мальчик заразился. Лучше уходи. Умерли мои дети. Умерли. Тебе плохо, Кулизар, я сейчас воды дам. Положите их рядом со мною. Их души ждут мою. Мы будем вместе рядом. Сегодня мы похоронили несчастную Кулизар и ее детей. Пусть их души успокоятся, а ее узкая могила станет широкой и мягкой. Но Кулизар отчасти сама виновата в том, что ее дети умерли. Да что ты говоришь, Аклима? Это проклятый Тиф убил. Неужели она, видя, что ее дети умирают, не могла попросить вас, чтобы отвезти в больницу? Попросить председателя колхоза. Он бы дал арву. Может быть, дети тогда остались бы живы. Так можно весь народ наш зарыть в землю. А мы должны жить. Мы должны вернуться на Кавказ. Обязательно вернемся. От вас, матерей, зависит, будут жить наши дети или нет. Так поклянитесь вот у этой могилы, что вы сделаете все, чтобы сохранить наших детей. А теперь идите к своим детям. Они ждут вас. Идите. Недавно мне приснился горбатый мальчик, Мухаджир. Весной 1944 года он больше других находил на краю поля кукурузных зерен, выпавших на разворотах из сошняков сеялки. Мы ждали агрегат и зорко следили за тем, чтобы сразу же убежать, как только покажется объездчик. Посевщица, русская женщина, украдкой бросала в пыль семена. Тракторист сделал вид, что не замечал этого. Поднимая клубы пыли, мы искали зерна кукурузы. Нам очень хотелось есть.
Но никто из нас не протянул руку, прося подаяния. Мы слишком гордыми были, чтобы унизиться до этого. Кушайте, детки, кушайте. Спасибо. Здравствуй, Рашид. Был бы ты рядом, поздравил бы меня. Я Звеньевая. Мы будем выращивать сахарную свеклу. В Звене работают все наши женщины и девушки. Рашид, ну самое главное, после смерти Кулизар и ее детей у нас никто не умер. Кончаю писать. Очень устала. Глаза слипаются. До встречи, любимый. Это же Асхаб, муж Кулизар. Как же мы ему расскажем? Да, это он. Идемте. Мне в соседнем селе сказали, что моя семья погибла. Арюджан, расскажи, как это было? Что Кулизар сказала перед смертью? Они все умерли от тифа. Дети утром, а Кулизар к вечеру. Я была рядом. Она просила, чтобы мы похоронили детей рядом с ней. Мы так и сделали. Она боится расплакаться, боится оплакать мужа своего. Он тоже на войне. Покажите мне могилу моих детей, Кулизар. Я хочу с ними попрощаться.
Фатиха. Оставьте меня одного. За что? Разве я плохо воевал? Столько ран получил. За это их убили. Ведь они же ни в чем не виноваты. Им бы жить и жить. Что делать мне? После госпиталя сразу поехал домой. А там, в наших аулах, живут грузины. И в Микоян-Шахаре тоже. Только их речь слышна. Многие дома сломаны, кладбища изуродованы. Когда я узнал, куда вас увезли, сразу поехал сюда. Теперь-то я понимаю. Это он. Это Сталин. По его приказу наших ребят снимают с передовой и отправляют валить лес, копать уголь. А их жен, детей и матерей отправляют в ссылку. Арюдин. Здесь жила моя семья. Я хочу посмотреть, как они жили.
Родные мои, что же вы меня покинули? Что мне делать теперь одному? Как мне жить без вас? Стоит ли жить? Как мы верили этой власти, этому Сталину. С его именем бегали в атаку, а нашим главным врагом оказался он сам. Это он убил моих детей. Проклят. Какая боль в груди. Рашид, наш сын растет, не болеет. Я каждый вечер рассказываю ему про тебя. Когда же закончится эта война? И ты найдешь нас. Твоя жена Рюджан. Фу, устала. Пойдемте перекусим. Suda içiyiz. Ну все, хватит. Пойдемте работать дальше. Рашид,
Сегодня 2 ноября. Год назад в этот день нас изгнали с родной земли. За это время из 40 человек умерло 16, пожилые и дети. Но кажется, все самое тяжелое уже позади. Мы не голодаем. Я купила козу с козленком, и теперь наш мальчик пьет молоко. Я даже айран делаю. Рашид, так тяжело без тебя. Хотя бы коротенькую весточку от тебя получить. Я знаю, ты жив. И обязательно вернешься. Ну оглянись, Жанночка. Как я смотрюсь с медалью? Да, хороша невеста. Да вот приголубить некому. Парни все на войне. Правда, есть один. Да и тут меня за ребенка принимает. А мне уже 19-й пошел. Старею. Ничего, Голчонок. Скоро война закончится. Вернутся солдаты. И твой брат тоже. Как хочется, чтобы скорее пришла победа. Да, я у подружки по радио слышала. Наших фашистов гонят на всех фронтах. Жанночка, ты не переживай. Твой Рашид обязательно вернется. И если не полковником, то уж точно майором. А что? Очень даже может быть. Так хочется верить, что недолго осталось ждать конца войны. И будет у нас большой праздник. Обязательно. Жанночка, сегодня только радостные вести. Только не падай. Входите! Арютян, здравствуй. Я приехал. Здравствуй, дорогая. Рашид, я сейчас встану. Галя, помоги мне, ноги не держи. Ну почему ты плачешь? Радоваться надо. Я же вернулся. Я рада. Только столько лет не плакала, боялась тебя оплакать. А теперь ты здесь, дома. В маленьком русском селе Приютное нас было 13 семей, состоявших из женщин, детей, нескольких стариков и старушек. Детей было много. Участь всех была одна – умереть от голода и болезней. И умерли бы, если бы не спасли нас руки наших матерей. Женщины работали, работали и работали, чтобы нас накормить, обуть и одеть.
Сами голодали, а нас кормили. О, как хотел бы я сейчас прижаться губами к рукам моей матери, к рукам карачаевских женщин в невыносимых условиях, сохранивших своих детей. Но их уже нет. Я хорошо помню эти руки с обломанными ногтями, темными от загара. Они всегда были теплыми и нежными. Благодаря этим рукам большинство из нас выжило.